так и возвращаем ее еще быстрее, понятно? Ай! Руки и ноги должны быть набиты до такой степени, чтобы могли спокойно выдерживать удар противника, сохраняя при этом способность ответного удара. Тренерская установка и строгая дисциплина, пожалуй, в этом и кроется секрет многочисленных побед этих воинов Золотой башни. Так, на прошедшем Нальчике турнире по карате Кёкусинкай наши бойцы отличились, завоевав 3 медали высшей пробы, 4 серебряных и 16 бронзовых. Когда я дрался, вышел бой, мать Тихареса. В втором бою также. Я благодарю своего тренера, своего отца. Они старались меня поддерживать, меня тренировали. Первый поединок я закончил, что я ударил в голову 2 раза. Это сколько очков это принесло? 2 очка, и я выиграл. В последних соревнованиях занял мой сын 1 место. Занимается год. Все хорошо, очень рядом, в шаговой доступности место тренировок, хороший тренер. Я вот год назад, как его привел, сразу решил, что он будет заниматься. Свой путь в изучении одной из самых трудных и жестких разновидностей карате братья Зангиевы начали еще в Казахстане, откуда в Ингушетию переехали год назад. В 16 лет они становились победителями и призерами различных турниров, а теперь благодаря им Кёкусинкай карате, как японская философия единоборств, уже больше года прочно закрепилась и в Ингушетии, пользуясь огромной популярностью среди молодежи. Самим же наставникам, обладателям первого дана черного пояса, пришлось немало потрудиться на прошедшем пятигорском экзамене или по-другому аттестации на повышение тренерской квалификации. Конечно, было очень тяжело сдавать, потому что там многие и проваливали экзамен, многие не проходили такой трудный экзамен. Помимо того, чтобы защитить черный пояс, нужно было показать ката, в первую очередь. Второе, показать свою физическую выносливость. Третье, получается, завершающее, чтобы защитить свой черный пояс, нужно было провести около 15 боев. Из них было разрешено только проиграть 1 бой. Получается, мы с братом прошли успешно все физические, технические и прошли успешно свои бои. Одержали, получается, все 15 побед. На тех прошедших соревнованиях такой средний уровень показали. И спустя 3 месяца показали вообще высокий результат. Такой мне очень понравилось, да. И техника, значит, хорошая была, и, значит, скорость, все было лучше, чем в спортзале. Обычно говорят, что в спортзале, то, что в спортзале сделал, что и на соревнованиях, но показали лучше намного. Оригинальная система карате, сохранившая дух спортивных поединков, но приспособившая технику и тактику к современным условиям. По словам Алисхана Зангиева, Кёкусинкай – яркий пример спортивного этикета. В карате главное этикет. Этикет – это значит правила карате, и воспитательная работа стоит на первом месте. Поэтому родители, большинство и приходят к нам, потому что воспитательная работа проделывается, большая работа над этим работается, чтобы первое место это воспитание, второе место это значит самозащита. Ну ни в коем случае не драться на улице, мы этому не обучаем. Полноконтактный бой с насыщенными ударами ног и рук, зрелищные поединки которого привлекли Имаку Хаматханову. В свои 10 лет она является призером республиканских и межрегиональных турниров. Почему ты решила пойти в Кёкусинкай? Потому что я с детства мечтала пойти в карате, мне нравится. Боевой дух сплоченных юниоров в белом кимоно, или точнее в доги, не оставляет сомнений. Им уже не терпится выступать на следующих соревнованиях. Михаил Тангиев, Адам Мережков, Новости 24.